Уже в 1992 в Якутске впервые на советском пространстве прошла международная конференция на полузапретную ранее тему «Шаманизм как религия. Генезис, реконструкции, традиции». В докладах были представлены научные школы 42 университетов из СССР и 14 стран дальнего зарубежья, вплоть до Австралии. В краеведческом и художественном музеях состоялись выставки. Большой интерес вызвал показ этнографических фильмов ученых из Венгрии, Прибалтики, Приморья, а также концерты носителей живых фольклорных традиций, сценические реконструкции шаманских ритуалов встречи солнца на Ленских столбах, где на теплоходе состоялось завершение конференции. Целую неделю 3 больших конференц-зала были сверхпереполнены. Успех конференции раскрепостил народное сознание, вдохновив и дав толчок возрождению национальной культуры. На русском, якутском и английском языках были изданы по сей день часто цитируемые тезисы конференции, переизданы труды выдающегося якутского репрессированного ученого Гаврила Васильевича Ксенофонтова. На эмблеме конференции сюжет из писаницы на скале Хаякутуруга, что на Лене выше Якутска. В течение 5 лет, выиграв гранты президента России, фонда Сороса и федеральной целевой программы «Культура Россия», получив софинансирование местных структур, в августе 2000 года в Якутске состоялась первая в истории отечественной науки специализированная конференция «Музыкальная этнография тунгусо-маньчжурских народов». Состоялся междисциплинарный диалог специалистов в области музыковедения, хореографии, этнографии, филологии, истории, антропологии. Прозвучало 53 доклада ученых из 10 регионов России, США, Канады, Венгрии, Италии, Южной Кореи на заседаниях, посвященных инструментальной музыке тунгусо-маньчжурских народов, круговым танцам, музыке эпоса, музыке обрядов и песен. В 7 этнографических концертах приняло участие 30 исполнителей фольклора из 3 регионов России – Хабаровского, Приморского краев, Ивенкийского автономного округа из Красноярского края и 8 улусов Якутии. В музее состоялась выставка традиционных музыкальных и фоноинструментов, то есть всего, что звучит, от детских игрушек до шаманских атрибутов. Состоялся просмотр этнографических фильмов, ежедневно велись записи фольклора для фондов музея, радио и телевидения. Опубликованы тезисы конференции. Эмблемой стало изображение 11 дворцовых инструментов на археологическом артефакте, древнейшем бронзовом зеркале, символизирующем магический щит, отражающий невидимые стрелы злых духов. Через 3 года, в 2003 году, музей организовал 3-ю международную конференцию «Фольклор палеазиатских народов». Первая в истории науки по данной тематике конференция состоялась благодаря поддержке федеральной целевой программы «Культура России». Исследователи из 10 регионов России, Японии, США обсудили 57 докладов, посвященных истории, археологии Северо-Востока Азии, этнографическим, музыкальным, хореографическим аспектам палеазиатского фольклора, фольклора в литературе, юкагирских и чукотских писателей. В нашем музее был открыт юкагирский зал. В 2 этнографических концертах приняли участие старейшие носители фольклора юкагиров Верхней и Нижней Колымы, чукчей Нижнеколымского улуса Республики Саха-Якутия. Музей подготовил издание материалов конференции. Эмблема состоит из 3 символов: ворона, демиурга эпохи первотворения, культурного героя, первопредка, плута-трикстера в фольклоре палеазиатов. Тело его – символ космического яйца, из которого явилась Вселенная. На нем изображен один из петроглифов со Средней Лены.